Есть Но одна особенность, братцы, чтобы вы понимали. Кто имеет княжеский род, аристократический, он никогда не скажет, что он к другим принадлежит, потому что он ангел Да. долгое время, и он никогда не скажет Арцертупха. Ну, единственный Лорик Марщане, который идиот был, Ну, по сути. маршанцам ясное дело с некоторыми. То еще непонятно, он настоящий маршан или не настоящий маршан. Там что-то большой вопрос, кстати. Вы не забывайте, что многие маршанцы свою фамилию давали некоторым, так что это еще не факт. Что нам маршан настоящий. да, кстати, да. Ну, не тому дали, значит, получается. Да, видимо, не тому. Кстати, вы книгу Станислава Лакоба читали по поводу Берии? Нет. Я начал читать там село какое-то, Махадыр, да? Я начал читать. Нету какой Махадыр. Нет, Зайдите первое переселение грузин 1800, там он указывал что-то. Я начал, но до конца не прочел. зайдите в Апсинтеку. Сейчас я открою. Он там должен быть на передней части. Насчет Махадыра не знаю, находился я на Урале, не буду говорить, какой город. Встретил я мужичка русского. Мы что-то разговорились, он говорит, ты откуда вы? Я говорю, с Абхазии. Абхаз, говорит? Я говорю, да. И он мне начал вот, рассказывать, не то что рассказывать, а пересказывать рассказ Фазиля Искандера, понял? Книгу какую-то. Клянусь, вот если я вру сейчас или там пытаюсь сумничать, или что, когда он начал рассказывать, он плакать начал, он рыдал, я в ахерах стоя, такого еще никогда не видел. И мужик взрослый, там такая книга, кричит и плачет, прикинь. Я в шоке был, да, смотри, Денис, все будет здесь пишет, хорошо. что локализировали, походу, периметр. Видишь, пишет Денис. Да, вот он поднялся, но пока молчит. Зайдите в Апсинтеку. Кстати, это он, да? Да, там вот в передней части, там где меню. Там вы увидите книгу, написано Станислава Васильевича Лакоба «Берия. Абхазская новелла» называется. Прочтите обязательно эту книгу, там много чего интересного написано. Добрый вечер всем. Добрый. Добрый. Да, мои коллеги-археологи смогли локализовать периметр. Я пока ничего не буду говорить, где, что, как. Ну, да. В общем, суть в чем? Долгое время не могли найти, потому что ж могила была разрушена. И путем многочисленных разведок смогли найти, скажем так, обломки от этого погребения. Если на фотографиях видели, там надгробная плита, то что было, вот ее обломки смогли обнаружить. Вот, поэтому сейчас это место, скорее всего, будет, там специалистов пригласят, там дополнительное оборудование нужно специальное, это будет пробиваться земля специальным сенсором, и потом уже раскапывать будем. Это отличная новость вообще. Да. Ну, сейчас такая аппаратура различная. Тело, вот вопрос, будет ли оно там. То есть Да, кстати. эксгумация могла быть, ну и просто, не знаю, стереть в порошок могли останки. А могила, ну понятно, засыпали. Но тоже вопрос, хотя бы сможем локализовать место, уже хорошо. Другой вопрос, что его же особняк располагался на территории крепости, вернее на территории одного из бастионов. Там первый бастион, если я не ошибаюсь, он примыкает к табачным складам, он получается в самом левом, на левом краю, да, он там доверху заполнен землей. Вот, его тоже будем раскапывать. Может быть, в следующем году посмотрим, как пойдет, но там очень много работы будет. Прям очень. Он заполнен как цветочный горшок доверху, если честно. Но это хорошо тем, что там упоминается в литературе, что стена стояла на римской крепости. Значит, можно прям вот локализовать, до какого уровня проходишь в средневековье, сразу попадаешь на римское. Это очень хорошо, сразу же можно понять по слоям, что где есть. Плюс, если он так засыпан, там много нетронутого могло остаться в погребах. Возможно, Да, там сохранится. да, возможно, какие-то подсобные помещения там обрушены, но тем не менее. Вот мы когда копали в одной из башен Великой Абхазской стены, это вообще, по-моему, второй раз, когда
такие исследования проводились первый раз, если это еще во времена Воронова, Олега Хутовича, когда они активно копали, вот Воронов копал, я знаю. Мгм. Вот мы копали здесь недалеко от Сухума, и мы там смогли обнаружить, значит, что крепость перестраивалась, ну, башня конкретно перестраивалась, она в какой-то момент пришла в запустение, затем ее, значит, обратно восстановили, и вот в районе 17-18 века, где-то вот прямо на стыке, она опять была разрушена, и там следы пожарища. Мы там на самом дне прям нашли останки человека, который, судя по всему, принял бой, потому что там прямо на останках было обнаружить следы пробития. Там пули остались и балки обожженные, которые обрушились на него. То есть прям вот целую цепочку смогли восстановить событий. Вот это как раз где-то приход турков, османов на побережье, когда началось вот это вот грабительство. Кстати, одна из причин, наверное, тут Денис не даст соврать мне, одна из причин, почему, например, Абхазия, как скажем, уровень культуры, я не знаю, даже экономики, богатства хороший был, там, в 16 веке еще. А потом неожиданно бах, и мы как будто провалились резко. И такое странное ощущение, что когда к 19 веку мы только-только начали восстанавливаться. Почему Килишбея так выделяют на фоне остальных, например, ну, неправильно говорить князей, царей, он все-таки царем можно его назвать. Потому что он как раз восстановил и объединил всю Абхазию под одной властью. И это как раз османское нашествие. А в литературе у нас как обычно отражается, особенно в учебниках, османы тут были, но такое у них влияние слабенькое было. Османы огневым мечом прошлись по Абхазии, и Абхазия очень сильно пострадала из-за этого и сильно ослабла. Из-за этого, например, мы стали терять политические позиции, из-за этого, например, Мингрелия, усиливавшаяся под боком, смогла кое-какие наши территории надолго прибрать. Мы еще между собой там внутри, понятное дело, грызлись, потому что центральная власть ослабла. Ну, это как сегодня. Ничего не меняется. Но суть в том, что османы очень сильно навредили в свое время, и Абхазии просто заново пришлось пересобираться. Потому что если бы этого нашествия не было бы, Абхазия вообще по-другому выглядела бы. Многие, например, христианские традиции как раз-таки стали угасать именно из-за османского нашествия. Храм просто перестали существовать в какой-то момент. Они же их разграбили сильно тоже. У меня плотно археологическими раскопками занимался дядька родной. Это было где-то 70-е, начало 80-х годов. Находил много чего. Ну, именно находил из золота. Дядя, он ученый был или так любитель? Он не ученый был, он нарвался как-то на какие-то вещи и потом начал по горам ходить, хотел свой даже музей открыть. Сейчас фамилия, имя не буду здесь говорить. Ну, Он понятно, я понял. Борчельский Сакармары. Вот. Ну, такая тема. И я так скажу, у нас очень много чего в Абхазии есть. Вот. Просто, допустим, по каким-то местам археологи ходят, да, там по старым картам, там еще что-то. Много есть мест, на которых карты не расположены. Но да. на картах нет. Вот. Даже я тебе больше скажу. Карта Юрия Николаевича Воронова, археологическая карта, где он отметил в том числе систему крепостей в Цибильде, он-то их отметил, но координат нету. То есть мы не знаем, где они находятся. Апсир для тебя очень интересная профессия на самом деле. Но когда вот эти вот раскопки, вы, наверное, сильно выкладываетесь, да, физически? Ну, да, приходится. Да. Там скрупулезно больше работа. Да. Ну, дядька вел свои рукописи. К этой работе, помимо самих ученых. Ну, если хотите поучаствовать, если в районе Сухума находитесь, каждый день с 4 вечера до 8 ночи мы копаем. Ну, я сейчас чуть приболел, но вот ребята копают в Сухумской крепости в одном из бастионов. Можно прийти, посмотреть, даже поучаствовать. Мы всегда рады вам. Апсир, да. Честно говоря, вот прям поучаствовать, возможно, времени никак, ну, возможно, как когда-нибудь да будет время, но
вот посмотреть хотя бы очень, очень интересно на самом деле. Пожалуйста, пожалуйста, можете прийти, тем более не только у нас, а в самой крепости тоже копают сейчас. Олег Николаевич Габеля, декан исторического факультета нашего АГУ, он тоже вот экспедицию свою начал, они внутри крепости тоже копают. Поэтому, Это сколько экскурсионных направлений откроется, да? Это же ну, все это тоже, да, но нет, там, где в бастионе мы копаем, там впоследствии будет открыт музей гильдии оружейников Абхазии, то есть мы для них это делаем сейчас. Мы полностью зачистим до самого низа, до фундамента дойдем, сможем восстановить, ну, собственно, как она крепость могла выглядеть, на какой высоте там был второй этаж, и там на самом деле много уже находок пошло. Вот, и потом они там сделают уже музей непосредственно, так что это в перспективе тоже принесет... Вот эти все находки где-то лежат, где можно их посмотреть, да, уже? Или еще нет? Ну, часть находок, естественно, взята на то, чтобы их очистить, там особо ценные, и там монеты попадаются в большом количестве. Это, естественно, забирается, но там очень много керамики, курительных трубок турецких очень много, они расписные, керамические. Турки Скажите прям... нас по поводу монет, турецкие монеты? Нет, византийская была монета одна, мы еще определяемся, какого века, там район 7-8, так на глаз пока что. Но она такая, знаешь, поврежденная, надо там специальная аппаратура есть, чтобы ее можно было просмотреть. Попалась, значит, царская, серебряная, 1 рубль 1877 года. Вот буквально вот когда русско-турецкая началась. Значит, советских много очень. Попался один экземпляр, сейчас я тебе скажу, немецкого медальона с немецкой надписью. Непонятно какого времени. Это не 20 век, но это и не раннее какое-то средневековье, это что вот где-то между. Что-то в 18-19 век, что-то такое, может 17. Он тоже в плохом состоянии, там тоже надо его чистить. Попалась еще очень непонятная вещь. В общем, это была монета времен Екатерины II. Но на ней выбит, значит, цифра 1941 и цифра 100. Но это кто-то сам делал. То есть там прям выбито в этой монете. Она в негодность, видимо, со временем пришла. Кто-то нашел и как жетон себе сделал с цифрой 100. То есть он прям видно, что эта цифра 100, она там кривая такая вся. Кто-то выдалбливал это. Как жетон, может быть, во время Великой Отечественной использовал человек. Вот она там тоже осталась. Именно турецких монет мы пока, к сожалению, еще не обнаружили. Но факт присутствия турков есть, потому что очень много их курительных трубок, очень много лакированной посуды импортной, именно османской, она сразу читается хорошо. То есть это видно. Из металлических находок там кандалы были 19 века, там же тюрьма рядом была, вот как раз. Да. Много этих для оковывания каблуков вот этих вот металлических, ну как подкова для кавалериста. Много там было обнаружено. Разного рода предметы металлические были, сейчас все не помню. Вот В общем, посуда. вот сейчас те вещи, которые ты говоришь, да, это более такой, ну, век Екатерин, ну, Екатерина, не Екатерина, да, там. Да. Тем, что вот за что я тебе говорю, дядька находил, это фигурки, золотые фигурки, собачки, там еще что-то. Это более все древнее тех года какие-то. Вот я даже знать не могу поинтересоваться. Я тебе скажу так, его раскопки в свое время бабушка продала в музею какому-то нашему. И в 90-м или в 91-м в 90-м или в 91-м году в Гагру мы попали с матерью. Там был музей Аббата. Сейчас там храм, тогда был музей. Сегодня помню, да. И мать узнала те вещи, то, что у родного брата были. Вот, и Описывая Абхазию, эти вещи, целиком на северной берегу Черного моря Хромая База,
является река Фаша. Это у Дениса ролик просто Регион. играет, не обращай На внимания. конечный предел гавань Короче, эти Анафры, вещи, расположенная в 40 раскопки, то, что он переходах нашел, западном вблизи записали вообще на другого человека, М. Якобы он нашел. Мать увидела человека, который там главный был, Да. наехала в грубой форме на него. Ну, И тут понятно. же сразу, короче, люди, которые туристы заходили, начали уже говорить, мол, ну, материного брата фамилию, понимаешь? И там у него именно шпильки, заколки, какие-то вот именно собачки, фигурки, еще Да. это и древнее тех моментов, то, что ты сейчас рассказывал. Ну да, понятное дело. Я понимаю. Это, скорее всего, антика. Вероятнее всего. Там скорее всего, даже период вот этого перехода с бронзы на античный период, как раз греческая колонизация, когда начиналась, и далее. Эллинистический Ну, период и именно. поздняя античность. Там и бронзу А вот, находилось, золото, ну, Да, золотые. да. Я копал в Акармаре в нескольких экспедициях. Мы там копали могильник древний. Там вот получается 2000-летний могильник был. То есть там безостановочно людей хоронили 2500 лет. Прям до 1 века нашей эры, считай, что хоронили. То есть фактически вот до времен Иисуса. Там, кстати, мы обнаружили, как обряд вторичного захоронения изначально выглядел. То есть то, что в 19 веке описывается, он не полный. Это уже такой обрезанный вариант. А мы обнаружили именно, как он изначально какой был. И какой он был? Вторичного захоронения же знаете, что это такое? Да-да-да. Какой он был? Сейчас скажу. Для тех, кто не знает, объясню. Это когда человек умирал, его заворачивали в шкуры, подвешивали на деревьях, и он там истлевал в течение года. Потом самые крупные останки захоранивали. Так вот, изначально какой он был. То же самое делали в шкуры, на дерево, истлевал, но потом останки спускали, дробили их, скидывали все вещи покойника, там драгоценности, оружие, если что-то было такое, да, вещи его личные, и сжигали. После этого выкапывалась яма и закапывалось все это дело. То есть оно прям в один сплав могло превратиться, костные останки вместе со всеми личными вещами. Все это, значит, в небольшую ямку закапывалось, камнями обкладывалось и копье втыкалось. На конце копья было проделано отверстие, куда вешалось 2 колокольчика. Почему 2? В древности не было, вы знаете, как у колокольчиков сейчас язычок такой есть, который внутри звенит, да? А тогда 2 колокольчика друг в друга бились на ветру и звук издавали. Мы первую экспедицию нашли более 150 таких колокольчиков. Вот. В следующем сезоне нашли более 200, ну вот так по нарастающей. То есть там лес колокольчиков был, то есть там сразу было понятно, что эта поляна, она все время звенела. Ну, отпугивала там, понятное дело, и духов, там, возможно, животных и так далее. То есть там людей семьями хоронили, там были обнаружены и женщины, и мужчины, и дети в том числе. К сожалению, тогда смертность высокая была. Мать рассказывала, один раз, говорит, пошла с братом, поднялись куда-то, черт знает где, в горах. Вот, идет обрыв, короче, метров 15. Просто обрыв тупо. По веревке спустились, где-то, да, на уровне 15 метров. Их просто выдолбли, ну, вход как бы в пещеру или что, понял? Туда зашли, говорят, разожгли огонь, посмотреть, ну, когда, если есть выход где-то, да, там дым идет дальше, если нет, то он собирается, что ли. Она говорит, мы разожгли, дым пошел дальше. Короче, с фонари, говорит, включили, начали идти, нарвались, короче, на кости 2 людей, понял? Спустя какое-то время мы, говорит, прошли чуть дальше, находим, но это уже не старые, ну, допустим, не людей каких-то веков, а явно, ну, наше время, понял, кто-то туда спустился, а что с ними там случилось, черт его знает. Вот кости лежат отдельно, а снаряжение, вот это спелеологи, или как их называют, ну, Да, спелеологи. лежала на каком-то там приличном тоже расстоянии дальше, короче. Что с ними там по факту случилось, черт его знает, ну. И Ну,
Сложно сказать. Нитку, говорит, имели, вот завязали, шли, все. Больше, ну, докуда хватило, дальше, говорит, просто не стали спускаться, говорит, и тихо назад пошли. А Ну, это там еще очень много кастовых образований в Абхазии, так что надо быть аккуратнее. Да. Апсир, а в чем отличалось вторичное захоронение, что вы новое узнали, что в сожжении и в колокольчиках? То есть сама процедура того, что описывалось в XIX веке, она заключалась в том, что там тоже не всех, это определенная категория какая-то была людей, которых, например, в пещеру заносили или на дерево подвешивали, да, тоже там свои деревья были. Кости не дадут. Да, тело истлевало, и после этого его захоранивали. Все. То есть не было такого, что его дробили еще. То есть представь себе, там ребер обычно не оставалось, потому что животные растаскивались. Но там голень, ног, там рука, череп, да, такие вещи. Но их дробили. После этого смешивали с вещами личными. Вот я лично доставал останки женщины. Там видно было, что это женщина. Значит, потому что у нее вот это, как называется, бедро вот это осталось, крупное, и там можно было увидеть. Кусок черепа остался, и ее украшения были. И все это сплавилось в одно целое. Ну, вот. И, собственно, после этого, соответственно, ей сделали такой маленький курганчик. Он совсем маленький, то есть был такая, там футбольный мячик, наверное, поместится, такая ямка была. Вот этого не было в 19 веке, то есть, а тогда это было. И это продолжалось на протяжении 2500 лет. То есть, эта традиция очень долго сохранялась, вплоть до, наверное, появления христианства. Кстати, я тебе так расскажу. Я когда занимался переводами источников европейских, 16, 17, 18 века, вот то, о чем ты рассказываешь, по поводу вот это, что подвешивали людей, вот эти вот такие вещи, в этих материалах есть. То есть в письменных источниках об этом упоминают еще в 17-18 века еще. Ну да, традиция очень долго сохранялась, это факт. Просто видишь, она уже видоизменяться начала, и из нее какие-то характерные черты более ранние, они стали выпадать постепенно. Ну да, это уже да. Потому что традиции трупосожжения уже не было, потому что уже присутствовало, уже было христианство, например, христианство порицало трупосожжение, потому что как вы восстанете во время второго пришествия и так далее. Послушай, а вот по поводу могилы царицы Тамары, да, говорят, ее до сих пор гробницу не нашли. Как я слышал, говорят, чуть ли не в золотом гробу лежит. Да. Хоронили это чуть вот ли. Красивая легенда. Куда бы наша экспедиция не пошла, это все время мы за этой гробницей Тамары пошли, гроб ее золотой таскать. Ну это легенда или просто, это или легенда, это реально? Конечно. Это как Чингисхана захоронили, там всех поубивали. Это то же самое. Это легенда, потому что она была личностью незаурядной в истории. Естественно, ее личность обросла большими легендами постепенно. Там, что ее с несметными сокровищами захоронили. Но запомните, эта женщина была истовой христианкой. Во времена, когда христианство было не пустым словом, а образом жизни. Она, по идее, по традиции, не могла быть захоронена как Тутанхамон какой-то. Да. То есть она очень скромно должна была быть захоронена. Максимум это каменный саркофаг. Красивый, понятно, но без каких-то излишеств. Но захоронена по-разному. Я не знаю, Денис, ты расскажешь, наверное, это больше... Могилу ее до сих пор не нашли, правильно я насколько знаю? Смотрите, значит, несколько лет тому назад в Москве есть такой ученый по фамилии Ватаишвили, русский ученый грузинского происхождения. Он опубликовал документ. Этот документ тех веков, эпохи царицы Тамары. Да. И в этом документе написано, что ее сын Лаша, это был человек, который писал письмо в Европу, и он говорит о том, что он ее везет хоронить ее в Святую Землю. То есть такой документ реально существует. Он сделал перевод этого документа, опубликовал у себя в своей работе.
об этом Батаишвили, а вот меня позади меня, вот тут 3 тома этой книги. Вот в одной из книг материал, посвященный именно царице Тамары. Но есть еще одна версия. Дело в том, что значит, в Западной Грузии, где хоронили царей из династии Багратидов, там недалеко от того места, где их хоронили, там есть часовня. И в одном из документов есть намек, что она похоронена не в самом монастыре в Западной Грузии, сейчас у меня название из головы вылетело, а вот в этой часовне отдельно от этого монастыря. То есть вот как бы вот 2 варианта таких. Или там, или действительно Лаш отвез ее в Иерусалим. Ну Слушай, да. ну а в чем Там, смысл там не скрывать? говорится, что там... Ну, это уже легенда. В источниках нет такой информации. Это Нет, просто а в чем? ходит такая легенда. Ну, она тем более царица там, да. В чем момент скрывать ее могилу? Ну, для чего? Это Нет, вы вообще... понимаете, то есть в источнике же сказано, что в одном случае это может быть вон там, в этом монастыре в Грузии, в Западной Грузии. В другом случае это в Иерусалим. То есть в источнике есть информация об этом. А Да. то, что ты говоришь, что вот там скрывали, это уже народная легенда. Да, это уже поздние интерпретации. Это же Конечно. не тогда, когда У Тамара умерла на следующий Абхазов, день. я вам скажу, у абхазов тоже есть информация на эту тему, что она тоже похоронена в Абхазии. Я вам даже больше скажу. Например, есть информация, что в Чигирде она якобы похоронена. Такая легенда тоже существует у абхазов. По другой легенде, что она якобы похоронена в Орчале. Но если мы говорим о народной памяти, я вам скажу, что там даже есть причина того, почему она в Орчале могла быть похоронена. Вот. Там связано с ее сыном. Есть информация у абхазов. В абхазском фольклоре, будем так говорить, есть как предание, есть информация об этом. Там было связано с ее сыном. Что как бы на какое-то там время не могла родить сына. Якобы она ездила туда, а там у абхазов, если вы знаете, да, известный очень город Лашкендар. В общем, там целая история существует. У Ну, вот абхазских этот народов память это сохранилась. потому что она в Творчельских горах там где-то похоронена, вот это я тоже слышал. Да, это в народе есть такая легенда. Например, Сваны тоже. Вот если вы будете читать, скажем, материалы по Сванете 19 века, там встречается информация о том, что как бы она похоронена в Сванете. То есть Апсир, это вот такая, скажи, это такая пожалуйста. народная легенда. Апсир, вот скажи, пожалуйста, да, вот ты говоришь, по ее вероисповеданию ее должны были захоронить скромно, да? Вот, Скромно, да. Ну, относительно, она все-таки царица, не совсем прям но она скромно. царица, да, вот именно вероисповедание одно, но так как она царица, неужели, Ну, последний... смотри, нет, она не могла быть захоронена с какими-то там драгоценностями, какими-то, не знаю, Здравствуйте, золотом здравствуйте, гробу. С Или- нательным крестиком. И то это допущение такое. Потому что мы, например, вот смотри, я как археолог могу тебе сказать. Ну, я вооружением, военной в этой истории больше занимаюсь, но вот 1 век, ага, первая половина 2 века нашей эры, ничего нет, вот пусто в погребениях. Мы не можем восстановить и материальную картину того времени, потому что христианство, потому что перестали хоронить с предметами. Вот просто, вот нету ничего. Ну, ты делаешь выводы по каким-то моментам того века, того времени, правильно? И по ее... Приходится вот, например, выкручиваться в тот период. Но эта традиция, она очень долго сохранялась. Естественно, нужно делать ссылку на то, что имущественный ценз присутствовал, на то, что этот человек... Извиняюсь Ну, еще раз. Здравствуйте, Апсир. добрый, Здравствуйте добрый, всем. добрый. Здравствуйте. Я хочу вам рассказать. Денис, у тебя на эфире постоянно давить желание сидеть, все записывать. Вчера мою кошку выставили. Моя кошка стала знаменитая в одночасье. Все хотят с кошкой моей сфотографироваться. Давить желание. Ты запарил с утра до вечера здесь записывать. Теперь всем хотят с моей кошкой. Все хотят... Дай человеку договорить, он просто рассказывает. Да. И, в общем, что я хотел сказать. Эта традиция быть погребенными достаточно скромно, она характерна не только для нашего региона, а вообще, в том числе и для всей Европы. Если вы посмотрите любого средневекового монарха,
христианского периода того, вот как раз одновременно синхронного, кстати, времени царицы Тамары, вы увидите почти то же самое. Да, они похоронены в таких каменных плитах, даже с изображением каким-то своим, да, но это все равно скромно. То есть, если вы вскроете гробницу, он там завернут просто в ткань, и все. Даже нательного Посмотри, крестика может не а, присутствовать. То есть как нет бы, такого, да, что там золотом завалено, пол казны государства с ним захоронили. Такого нет. не, по определенным моментам, да, которые говоришь ты, Да, того времени, ее вероисповеданию, да. но она же человек все-таки была там публичный, да, там, как бы скажем, царица там, ну, могли же реально, да, взять и похоронить ее, допустим, шикарно, Ну, с шикарно почестями. ее могли похоронить в храме на Святой Земле. Это не, это просто вверх. Это вот знаешь, как для мусульманина поехать в Мекку, сделать хадж и там умереть. Это вот просто вверх. Ну, я Вот расскажу. то же самое с царицей Тамарой. Захоронить, если ее захоронили на Святой Земле, это для нее предел счастья был в каком-нибудь средневековом храме. Тоже не каждого допускали, чтобы ты понимал, прям внутри храма захоронить. Это не каждый может себе А позволить. вообще, как вот эти следы ее оборвались, ну, где она похоронена? Ну, я Где вот их- это и хочу рассказать, если Ну, дадите возможность. Пускай наш гость Когда скажет. умерла царица Тамара, Давид Жваня, сейчас внимательно записывай, когда умерла царица Непе Тамари из храма, в котором ее отпевали, вышло 8 гробов. Правильно, Денис? Такие же предания есть, что 8 гробов вышло из этого храма. Правильно говорю пока? Денис, вы можете как историк подтвердить? Это пока Сизани, Денис, расскажу. Вот вышло 8 гробов курбанчик. И все 8 вот этих гробов, так сказать, да вот Джанико даже подсказать 12 даже, оказывается. Кто-то 9. Ну давайте 8 остановимся. Вот 8 гробов вышло. И вот смотри сюда, каждый был разный. То есть там была свита, которую несли. И вот один из 8 был гагринский братуха мой, ну родственник мой, ну предок. Вот здесь в Гаграх похоронено, где колоннада, знаешь, вон там, где по фонтан, прямо под фонтаном, идите копайте. Братец, это, ну, такая мистика про царицу Тамару, правильно, вот сейчас Апсир все рассказал, золото, если бы Тамару похоронили золотом, тогда, получается, и Лашу, и Баграта надо было золотом хоронить. Если А вот бы их похоронили золотом, поверь мне, они там и века не пролежали. Да, Если их бы уже в выкопали. то время костей гробокопателей не было, 100%. это бы никого не остановило. 100%. Вот теперь представь, сейчас на могиле Баграта или Лаши там лежат золото, кого-то это остановит, выкопают, нет, подкоп сделают в могилу. Слушай, Потому ну, что- я слышал, допустим, такие моменты, да, когда хоронили каких-то деятелей, и чтобы скрыть их следы там захоронения, те люди, которые несли там гроб, сопровождали до определенного места, да, люди даже не знали, где находятся, и те люди, когда обратно шли, их просто убивали, короче, ну, чтобы скрыть Вот следы. абсурд. Вот вообще культура загребения, вот именно роскошная, в основном вот у египтян, у скифов, да, вот это есть. У Это этих- характерно для древних культур Да, да. до монотеистического периода, Мгм. когда там, знаешь, какой принцип был? Там отношение с Богом было следующее. Я тебе Богу жертву, а ты мне что-то взамен. Мгм. Победу на войне, я не знаю, наследника, хороший урожай. Ну, вот такие вот там. Танец дождя, это танец, говорю, танец дождя то же самое, да, обычаи вызывания дождя, да, вот это тоже, что у нас есть, да. То есть все это, оно как раз накладывается на вот этот вот период до того, как вера в единого Бога появилась. Всё, вот это, то есть Поэтому, языческий. да, языческий период. Поэтому как было? Я вместе со своим богатством иду туда, на тот свет, и я потом вымениваю на это богатство лучшую жизнь себе там, на том свете. Мгм. Со временем эта традиция как бы закрепилась, и людей просто хоронили со всем их добром. Вот. Уже смысл такой не вкладывали. Но когда уже пришла единая вера, там же какой принцип был в христианстве? Мы все перед Богом едины. И царь, да, и раб. Ну, что очень не нравилось, естественно, господам того времени. Но постепенно это получилась уравниловка такая. Неважно, богат ты или беден. Перед Богом ты
Ну, главное, какая у тебя душа. Даже когда, я перебью, Абсерт, опять, когда Александр Македонский умер, он завещал, что когда его хоронили, вели его с открытыми ладонями, как бы распростертыми руками. Это Это Македонский. не Александр, это Сулейман. Нет, да, Александр Македонский тоже есть такая Нет, история. нет. Ну, Сулейман у него перенял. Вот сейчас говорит, нет, историки на меня. Я хочу, чтобы Македонский был. Докажите Нет, мне. во-первых, Македонский ничего не мог сказать, он неожиданно умер. Он Он завещал, что он- Абсирт, если он умрет, хоронить его с открытыми ладонями. Нет, Типа нет, я вот слушай, Александр. Вот эти Сейчас докажу историки. фигурки, да, вот Не то, что я было. тебе говорил, там, в виде собачек, там, еще что-то золотые. Это какого века? Ой, ну это надо увидеть, сложно сказать тебе. Но это либо Ну, примерно эллинизм, в каком либо году? антика, одно из двух. Потому что такие золотые украшения. Ну, опять-таки, надо посмотреть. Надо посмотреть. Это импортное, местное, сложно же сказать. Я там, когда в Акармаре был, я находил серебряного барашка. Такая небольшая подвеска была. Но это импорт был, это не местное было. Поэтому украшения, ну тогда женщины любили себя украшать тоже, и такого навалом было. Это надо смотреть. То есть так не могу тебе сказать. Но это Ясно. опять-таки, если золотые предметы, золотые очень часто это импортные, а это скорее всего с греками связано. Там и бронза, и золото Ну, было. понятно, это же все не одного времени, это оно разбросано. Это, видишь, в чем дело, когда люди вот так ходят, например, да, вот они нам часто, бывает, приносят археологам предмет. Вот, говорит, я вам принес топор какой-нибудь. Но этот топор, кроме того, что он там, понятно, красивый очень, не знаю, он мне ни о чем не говорит. Это просто топор. Вот в момент, когда его изъяли из земли неправильно, с того времени я уже не могу его никак привязать к эпохе, ко времени, к обряду захоронения и прочим вещам. Ну, к дядьке в те года... Ну так, подожди, могу я теперь вам, историки, один раз хоть я выиграю в этом споре. Какой источник вам привести об захоронении Македонского? Приходили археологи, ну, наши. Гоша, Сабхазии. есть работа Ариана о жизни Александра Македонского, там все Ну, написано. я говорю, бы сам какой источник? Самый простой, наверное, Википедия. Ариан, есть о жизни Македонского автор такой. Он написал всю биографию, там об этом написано. У Македонского Значит, было давайте я 3 дам- завета. Давайте я зачитаю вам, что касается по царицы Тамары. О, Смотрите, вот это смотрите, что интересно. написано в одном из источников. Этот юноша, имеется в виду ее сын, везет с собой останки своей матери, могущественнейшей царицы Тамары, которая при жизни дала обет посетить Иерусалим, а на случай своей смерти просила сына отвести ее тело к гробу Господню. Он же, исполняя просьбу матери, пожелал осуществить ее обет и похоронить ее в Святом Граде, хотя бы и против воли язычников. Это я сейчас зачитал отрывок письма, который был отправлен в Европу из Ближнего Востока. Это синхронный с ними период или там поздний? Я тебе сейчас скажу, тут даже опубликован сканер этого документа у Ватышвили. Сейчас Просто же бывает такое, что там через 150 Денис, ну лет. она человек публичный, допустим, ее повезли в Иерусалим. Неужели там не какие-то архивы, записи, что-то? Это же не, как бы не пресса сегодняшнего дня, там же не было такого, что... Нет, да не пресса, но так как она там была и, ну, истинной такой христианкой, да, там, ну, тем более соблюдала все. Если ее похоронили там где-то поближе, там, как написано, да, там, к святым мощам, каким-то святым, ближе, неужели она все-таки как бы не была царица Тамара, да, там, Вот царица? смотри, абсурд. Здесь Ватышвили пишет по поводу, что она похоронена в Иерусалиме. Основание для такого предположения послужило хорошо известное в специальной литературе, он пишет, письмо французского рыцаря-крестоносца Гете Буа, отослано в начале 13 века из Сирия Палестина в адрес архиепископа Безансона, Амета де Тремеде. То есть это начало 13 века документ. Это 13 век, ну да, синхронно с ними Ну, фактически. почти синхронно с ней, да. Ну там, да,
рядышком совсем. Денис Абсирт, вас вместе слушать, это вообще сказка, если честно скажу. И историк, и археолог. Я готов с ними поспорить насчет Александра Македонского на Пацхулас. Лучше в следующий раз давай. Отвечаю, значит, вот готов с ними поспорить на Пасху, что и завещал это Ты Александр. читал Ариана работа? Да при чем здесь Ариан? Я читал книгу, называется она... Книга это литература. Я Вот говорю, только Ариан, ты что я слышал, на по видео жизни, по наткнулся. истории жизни Александра Я Македонского. за что поднялся Это сюда, надо. обрежу только что Давида Жвания, где вы с Гошей Хампал говорите. Слово уже выложили. Я вот сейчас это увидел. Я вот клянусь, вот здесь хочу сказать. А Хампал вообще, вот Гоша, ты тоже споришь с Денисом, да? А Хампал вообще обжу Ахгана. Я вообще не спорил. Не, я просто тебе психил спор, да? Анче ниценого, анчерного рома, ацуного рома, а амажу кухана, ашу гула цены ижны, а ты хацаны нчеяхе, гугуача, наваргуланьего. Брехцу по Хампал. Касаемо, ты там говоришь вареники с сыром, у нас говорят некоторые, а глаза уж не рхот, дошикалы рхот, бжуа, обзыба, дошикала все. Из хусха, вот это все уже у Давида Жвания. Я вот... А ты про кошку не видел мою кошку? Не, кошки там не было, но то, что вы с Денисом говорите, вот это там Хампал. А тогда вот ты ответь нам, почему Хампал делается именно такой форме, которая Я делается? уже сказал вот только что, я сейчас тебе скажу на русском языке. Вот Почему, смотри я сюда, понял, да. почему именно начали делать так? Вот из какого... Почему начали делать, я не смогу на это ответить. Почему. Это нам было интересно. Ну, я тебе скажу, вот когда вот в Ацу, ну ты же по-абхазски понимаешь. Нас? Анчерного языком друг. Ну, Ацу языком друг. Анча хажлара, ну, замажу, пахана, шугулацина, чехацина. ну, к Богу, да, короче. А Богу отца, ну, брат, чехарпанын, чехот, ехидюбасел. Гошу, убри формы яму, Ну, к Богу. ухама я тхалу. Ухамет халоп. Ну, мол, к Богу, короче. Уэневся, анчерну, ацу, ну, хореге. Убриги, анчей скупа, анчей хота, квай, на тахуя ва, амрин, тахуй пхо, сын, шпархон, выс, ацакамо, патаурухамо, пхапсор, и скуп убри. А слушай, за то, что там Давид Жван что-то выкладывает, если честно, я вообще его не смотрю. Все равно Мне, отвечаю. если честно, мне вообще все равно. Чем вы забиваете себе голову? Вообще, да, мне Мне честно вот говоря... вопрос, если Давид Жваня здесь сидит, записывает нас, Давид, что такое ЛГБТ, ёб твою мать? А? Оставьте эту тему. Что у вас за Вообще, традиции я такие в Грузии, все кассу У вас, Жваня. я просто А хочу предложение сахать Давид Жваня. вот, я извиняюсь, Что такое братья? я вот хочу Он просто... нас знаменитый, он на нас работает. Оставь его, он нас знаменитый. Не, ведет. ладно, хорошо, оставим. Какой Давид. свой, Я- блядь, я забегу, гомсам заебет за жгу, вот блядь, тема. Гомсам, я И дальше куцу, блядь, Давид Жваня вкладывает уже это пароход. Шухамцуна вообще Нет, я просто просто хочу грузинам один вопрос задать. Вот грузинам. Вот здесь по-любому присутствуют, наверное, да, в чате или там где-то по-любому Как и подслушивают. Баширов считать, Денис. Один вопрос. Какие у них есть традиции, кроме того, чтобы, блядь, вырезанный на ялхна, чтобы вино пить?